Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на апрель 2020 года для рыб. Посмотрим, что ждет в этом месяце. Основные энергии: рыцарь мечей, 3 карты на отношения, три карты на работу, две карты на финансы. Основная карта рыцарь мечей говорит о том, что будет очень много предпринято действий, будет очень много информации, на которую нужно реагировать, много слухов, много передвижений каких-то. Может быть, это даже просто не передвижение, да, может быть, придется просто реагировать как-то на информацию. А также карта говорит о том, что желательно рыбам поставить цель на этот месяц очень высокую, достойную. И тогда вы не будете тратить внимание и энергию на какие-то мелочи, на пустые разговоры, на то, что вас как бы отвлекает, и вы эту цель можете достичь. То есть вот именно высокая цель, та, которая вас зажигает. И тогда вы можете многие препятствия из своей жизни убрать. Кроме того, карта говорит о том, что нужно быть осторожным с критикой, нужно следить за словами, не ранить никого, да, вот на пути к своей цели. То есть нужно быть очень внимательным и как бы бережно вот так относиться к людям, клиентам, может быть, к семье, к своей. В общем, все, кто на вашем пути встречаются, они в этом месяце могут попасть под вашу горячую руку. Будьте осторожны, потому что потом трудно будет исправить эти отношения. Отношения для рыб на апрель. Здесь у нас 4 кубков выпадает для тех, кто еще пока без пары. И карта говорит о том, что у вас есть шикарное предложение от Вселенной. И вы действительно можете вот не заметить человека, который к вам будет, ну, который будет вам послан, скажем так, судьбой. Потому что у вас здесь такое ощущение, что вам и так хорошо, что вам всего хватает, или, может быть, вы устали, уже переутомились, и нужно какое-то время для себя, и вы можете пропустить просто вот этот шанс. Карта говорит о том, что этого делать ни в коем случае нельзя, это может поменять вашу жизнь полностью, этот человек может стать вам как бы супругом, да, может быть очень такое хорошее взаимопонимание на уровне души, вы можете многих целей добиться вместе, то есть, ну, действительно, шанс очень хороший, надо воспользоваться. Или, может быть, вы просто не оцените этого человека, может быть, вы его даже и знаете уже, но просто не воспринимаете вот в качестве партнера. И как-то очень равнодушно на него смотрите и не думаете, что у вас вообще какие-то чувства могут к нему появиться. Так вот, если в этом месяце появится человек, который к вам проявляет чувства, как-то заинтересован в вас, а вы нет, так вот, знаете, если вы ответите все-таки какой-то взаимностью, да, хотя бы интересом, у вас впоследствии могут тоже чувства появиться к этому человеку. Просто вы его еще плохо знаете. Для тех рыб, кто в паре, выпадает карта старшего аркана «Мир». Эта карта часто показывает рождение ребенка. Если у вас как бы такая тема, да, то вот здесь вот все благополучно пройдет, все очень хорошо. Для тех, кто в паре, может быть какая-то перемена, такое ощущение, что вы вот до какой-то определенной точки дошли, и дальше нужно что-то менять в ваших отношениях. То есть вот так, как сейчас есть, не может больше продолжаться. Скорее всего, у вас здесь какая-то будет ситуация трудноразрешимая, которую можно будет только кардинально решить. Как-то очень серьезно нужно к этому вопросу подходить. И знаете, вообще вот эта карта, ну, раз она мир, да, у вас будет желание вот
действительно восстановить вот такой полный мир и гармонию в ваших отношениях. И вы будете в состоянии это сделать, применить как-то вот это к жизни, это желание. Кроме того, здесь вот вы с партнером в конце концов вот в апреле можете чувствовать себя вот единым целым, да, на одной волне. Это вот могут быть такие отношения, о которых вы всегда мечтали. Вот вы их можете сами создать, они как-то могут у вас перейти на новый уровень. Если у вас были вот какие-то пожелания именно к своему партнерству, к браку, да, то вы можете вот в апреле их все исполнить. То есть вы можете наконец вот так пожить в партнерстве, как вы всегда мечтали. Конечно, здесь вот по этим картам очень часто бывают поездки, вот совместные поездки за рубеж, за границу, но здесь, конечно, сомнительно, потому что у нас сейчас ситуация не та в мире. Даже если они у вас, ну, были такие планы, то, скорее всего, не сейчас это будет происходить. Но то, что в ваших отношениях будет все очень мирно и по-доброму, это точно. То есть будете чувствовать просто вот, что отношения такие, что лучше не бывает. Какой-то новый виток такой в отношениях, знаете, как будто бы вы, ну не знаю, как будто только поженились, а может быть для кого-то действительно это будет время медового месяца после свадьбы, если, допустим, вы только недавно оформляете отношения. Но и те, которые давно в отношениях, у них тоже как будто бы тут второй медовый месяц может быть. Но перед этим могут быть какие-то сложности и проблемы. То есть нужно будет постараться, чтобы вот конфликт утих, да, чтобы было перемирие, и вот тогда вот возможно такое как бы перерождение ваших отношений. Для тех, кто в ссоре, девятка жезлов говорит о том, что сложно будет простить, сложно будет помириться, скорее всего, много всего уже друг другу наговорили, может быть, обид много. И сложно будет как-то начать заново, да, но все-таки карта девятка, может быть, все-таки и удастся. Девятка как раз это окончание цикла. То есть если все-таки сможете простить друг друга, договориться, то ваши отношения могут выйти на новый уровень. То есть вы можете, в принципе, получить как раз вот результат ваших усилий. Но или если не получается, то тут может быть, конечно, и расставание. Девятка жезлов это у нас Луна в Стрельце, да. Ну, может быть, конечно, какая-то задержка в примирении, да. Вот Луна, она дает ну, как-то нечеткую такую позицию, да, то есть вы можете думать, что помиритесь, да, или вы можете думать, что обижаетесь, а на самом деле вот через какое-то время окажется, что ну, как бы ваши чувства совершенно изменились, ваши обиды куда-то ушли, то есть, ну, просто дайте себе время и все. Может быть, даже и все восстановится. Все-таки Стрелец это у нас такой очень миролюбивый знак, когда стараетесь все, ну, когда человек старается все привести вот к самому лучшему, да, к максимуму, когда стараетесь как-то наладить взаимоотношения между собой. Ну, тут даже просто подождать, если все равно можно привести в порядок эти отношения. Ну, либо вот сейчас можно уже договариваться, работать с обидами, да, ну, здесь вот сложно пока что. Сложно помириться, время не пришло еще для этого. Для тех, кто работа для рыб, для тех, кто ищет работу, четверка жезлов выпадает, замечательная карта для того, чтобы вот получить то, что вы желаете. Здесь, конечно же, будет хорошее вознаграждение, здесь будет вот как бы та работа, о которой вы мечтали, и вам там будут рады. И рост потом возможен. То есть сначала просто такая стабильная работа с хорошей оплатой, но в дальнейшем возможен рост. Вы можете какие-то свои желания осуществить здесь. Четверка жезлов это у нас
Венера в Овне. То есть ваши начинания, они дают, ну, как бы прибыль, да, они дают финансовый поток, то есть в кошелек ваш деньги, да, ну, хорошая очень работа тут получается у вас. Для тех, кто работает, двойка кубков, карта говорит о том, что замечательное время для того, чтобы заключать какие-то новые договоры, соглашения. Если у вас есть какое-то предложение, может быть, о новом месте работы, то вполне возможно стоит согласиться, потому что по двойке кубков вы будете очень довольны вот тем, что вы делаете. И здесь вот могут быть какие-то новые договоренности, и в плане финансов это тоже будет для вас выигрышно. Двойка кубков, карта, знаете, очень, ну, комфортная, что ли, да. Конечно, она для работы может быть не настолько подходящая, как для отношений, но все-таки здесь деньги вы зарабатываете так, как вам нравится. Это очень, в принципе, важно, потому что деньги все равно здесь есть. Комфорт есть, есть вот такое желание, ну, такое состояние, когда вы на работе как дома себя чувствуете. Очень так расслабленно. А, кстати, может быть, здесь даже предложение работать на дому удаленно. Тоже вот соглашайтесь, это тоже вам очень подойдет, понравится. Для тех, у кого свое дело, рыцарь Пентаклей, карта говорит о том, что будут стабильные доходы, особенно у вас здесь ничего не меняется из того, что уже создано. Может быть, конечно, не такие большие доходы, как вы хотели бы, но вы все-таки твердо стоите на ногах. Может быть, медленно идет продвижение, может быть, медленно ситуация какая-то развивается, может быть, решаются вопросы медленно, но все-таки вы очень стабильны здесь. Карта говорит о том, что нужно вот как бы такой вот позиции и придерживаться. Вот то, что безопасно, за то и браться. То, что дает вам стабильность, тем и заниматься. То, что вы уже когда-то вложили, то, что чем вы уже занимались, вот это все будет приносить доход и сейчас стабильно будет, и в будущем. Может быть, конечно, финансов не столько, но здесь будет все меняться. Те, кто, это у нас финансы, да, те, кто работает, четверка пентаклей выпадает по финансам, здесь довольно-таки хорошая позиция, стабильная, деньги, конечно, не растут, зарплата не растет, но зато как бы стабильно, и вы уверены, в принципе, в том, что у вас все с деньгами будет хорошо. Но также эта карта, кстати, советует и не тратить слишком, подкопить немножко денежек, да, потому что вы так будете чувствовать себя лучше, комфортнее, защищенней. Для тех, у кого свое дело, пятерка кубков говорит о том, что вы переживаете о потерях, которые вот в ваших финансах произошли. И при этом пропускаете возможности, которые рядом с вами находятся. А у вас тут целая река возможностей. То есть для того, чтобы в финансах изменилась ситуация, нужно, конечно, отпустить вот прошлое, отпустить то, что дало убытки, и обратиться вот к чему-то новому. Кроме того, вот эта карта, она часто говорит о том, что нужно дать себе время для того, чтобы вот примириться с судьбой, с жизнью, да. То есть, с одной стороны, не нужно отрицать то, что мы расстроены, то, что нам плохо. То есть, с одной стороны, мы должны это переварить, прочувствовать. Но при этом мы должны как бы развернуться в другую сторону, убрать вот эту концентрацию на отрицательном и начать уже двигаться в прошлое. То есть пусть вот эта ситуация какой-то болью еще и будет отзываться, но это со временем пройдет. Эта ситуация переварится просто и как бы уйдет. Отказываться, отвернуться от этого не получится, потому что тяжело же, болит, да, вот, но нужно просто собрать волю в кулак и начать просто двигаться в новом направлении и дать вот этой ситуации как-то перегореть, перевариться внутри. Пятерка кубков зато
переход на новый уровень. Это, конечно же, кризис, это, конечно же, сложно, но зато и новые возможности дают, если мы вот вовремя переключаемся, пользуемся ими. Посмотрим, что еще не знают рыбы, что может им помочь в этом месяце. Да что ж такое, у всех выпадает эта карта. Это совет. Вот тоже для вас такой совет: выходить из депрессии, выходить из какого-то ограниченного пространства в мир. Да? Нужно давать себе возможность как-то по-новому зарабатывать, по-новому смотреть на жизнь, проявлять свои какие-то новые качества. Нужно прекращать переживать о том, что было, о том, что как бы не сбылось. Нужно начинать действовать заново, как бы возрождать себя, возрождать свою деятельность, свои финансы и так далее. То есть это, в принципе, все зависит от вас. То есть в вашей власти оставаться в таком состоянии, как сейчас, либо в вашей власти все поменять, да, просто как бы обновиться и начать все заново. И вот эти все карты, они говорят о том как раз, что это и происходит в вашей жизни. Новые возможности приходят, и ими вы можете воспользоваться. Совет для рыб на этот месяц: вот не нужно противопоставлять себя системе, не нужно становиться в какую-то оппозицию там, к жизни, к другим людям, к законам. Не нужно чувствовать себя жертвой ни в коем случае. Да? Вот если, допустим, что-то происходит, совсем не то, что вам хочется, нужно просто попытаться как-то принять ситуацию, попытаться использовать ее на благо, использовать как раз вот эту ситуацию, которая вас пугает, использовать как раз себе на благо, на помощь. Если изменить точку зрения, то вполне возможно это сделать. Кроме того, не нужно бояться проявлять индивидуальность, не нужно бояться выделяться из толпы. Да, конечно, это сложно, да, конечно, легче всегда быть вместе с кем-то, да, но если они идут не туда, если они настроены вот совсем не так, как вам хотелось бы, да, значит, нужно тогда индивидуальность свою проявлять, брать ситуацию в свои руки, решать ее так, как вам нужно. То есть здесь уже ваша личная воля, ваше личное решение. То есть от вас в этом месяце очень много зависит. И как вы повернете ситуацию, так и будет. Вы можете остаться вот в таком состоянии, да, вы можете остаться в состоянии депрессии и сожаления, а можете начать оборачивать ситуацию себе на пользу. Друзья, желаю вам прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!